Так, шестое правило. Шестое правило. لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن. Вот этот интересный момент тоже. بالظن. لا عبرة بالظن البين خطأه. البين خطأه. Как мы перевели тоже? Не обращается внимания, да? Не обращается внимание. Внимание на мнение, которое оказалось ошибочно, да? Которое потом окажется ошибочной. Угу. Вот сейчас насчет намаза обратно мы вернемся. Насчет намаза. Не обращайте внимания на мнение, которое потом окажется ошибочным. لا عبرة بالظن البين خطأه. Ошибочный или ошибочный? Ошибочный, да. Мнение, которое оказалось ошибочной. Окажется, не оказалось, а что окажется. Первый насчет, наверное, закята. Мы можем привести пример. Он вышел давать закят и думал, что этот человек достоин закят. Он дал ему закят, а потом засомневался, да? Начал проверять, вроде бы он недостоин, да? И хочет обратно, а потом оказалось, что его мнение, на которое он опирался, ошибочное. Или он думал вообще, сейчас дам, это вроде мужик нормальный, достоин, да, в намазе сидит. Мне все равно, то есть он богатый, не богатый. Главное, он дал закят, а начал копаться, а потом что? Оказывается, на самом деле он нуждающийся. Будет ли приниматься его закят? Что в конечном счете у него что? Закят ушел правильно по адресу, закят у него попал бедному человеку. Хотя, когда он давал во время процесса, он вообще не разбирался. Просто надо было отдать, я отдал. Да. То есть у него закят, несмотря на то, что у него не было такого, что он не разбирался, что он просто надо было дать, дал, а потом начал копаться. И оказывается, то мнение, на которое он опирался, это что ошибочно, и он, оказывается, он правильно сделал. То, что сам факт того, что правильного выполнения действия или вот этой работы, оно оказалось в конечном счете правильное, то на это не обращать внимания, то есть у него поклонение будет правильное. Чуть-чуть такое, да? Орел-заяц. Орел-заяц. Примется. Вот это самое главное, да. Примется. Главное то, что у него было мнение ошибочное. Другой пример. Видел воду, но вода какая-то мутная была или что-то непонятное. И он берет тахарат, а потом, оказывается, она помутнела только из-за того, что там листья упали. Это, оказывается, вода чистая. В конечном счете, что? Вода чистая. Он уже прочитал намаз и это. И что получается, у него намаз правильный или нет? Правильный, да. А другое дело, когда якин, у него было точное. Например, был сосуд с водой. И он точно знал, что здесь вода наджис. То есть отсюда попила собака. Несмотря на то, что он знает об этом, что отсюда пила собака, он берет оттуда тахарат. Да мне пофиг, да? берет тахарат. Читает намаз, а потом, оказывается, он брал с чистого места, не с того места, где собака попила, а он, оказывается, брал с чистого.
У него будет намаз правильный или нет? Нет, потому что это явно у него было то, что... У него нет. В этом случае уже не будет. Хотя у него с чистого места он брал, ошибся он, перепутал сосуды, но из-за того, что он якин был, у него, что он с наджиса делает намаз, из-за своего намерения, что? То правило, как? Аль-макасиду валь-и'тикадат му'табаратун фи тасарруфати, да? Кама хия му'табаратун фи курубати валь-ибадат. Поэтому из-за своего намерения, хотя он даже все правильно сделал, из-за своего намерения он что? Испортил вот этот намаз. Это касается, то есть, только тех случаев, когда он или сомневается, а потом, или же уже к этому не без якина только. У него зан есть, зан или шак, сомневается, или зан, ну, предполагает, скорее всего так, а потом его предположение оказалось ошибочной, вот тогда у него намаз, у него поклонение, любое поклонение будет что? Принято. Но если он на якин опирается, тогда не будет принято. Получается 75%. Да, 75%, 50%. Если они были все-таки оказались ошибочными, а он сделал все правильно, тогда у него поклонение будет что? Правильно, да, правильно. Еще пример приведем? В какой момент получается так, что человек берет и, несмотря на то, что он сомневается, что вода чистая, берет это? Да. Не то, что сомневается, даже он больше чем сомневается, он больше чем уверен, уже не точно, но скорее всего думает, а потом оказалось, что его предположения или сомнения были ошибочными, тогда и он правильно все сделал. Как он вообще-то берет? Ну, такие очень редко, да, очень редко же случаются такие, поэтому вот эти правила, они может с кем-то в жизни один раз быть, два раза быть, или только... С этим сталкиваются только те хазраты, которым часто задают вопрос. Намаз он, допустим, сделал иджтихад. Вот еще один момент. Человек пришел, не знает, где кибла, берет и читает намаз. Берет и читает намаз. И потом, после того, как намаз прочитал, ему говорят: слушай, ты молодец, ты правильно прочитал намаз. У него будет правильный намаз? Он иджтихад не делал. Иджтихад он не делал. У него намаз неправильный. Зачем я здесь стою? Зачем преподаю? Это правильно. У него, то есть из-за того, что он ничего не делал, пришел и почитал намаз, куда глаза глядят, да? И все. Здесь у него намаз неправильный, потому что он даже не приложил усилий посмотреть, где находится кибла. Посмотреть по телефону, там, да, искать. Да, хотя бы чуть-чуть бы он что-то приложил бы, там солнце посмотрел, да, телефон постарался, хотя бы у него постоянно там крутится, непонятно, пока интернета нет, да, но все равно он что-то приложил, какое-то усилие, и в этом случае, если он даже ошибется, у него все равно с киблой будет намаз правильный, потому что он приложил усилие. Если без ничего, он просто взял, хотя даже если он правильно окажется, все равно у него намаз не принимается из-за того, что он не приложил усилия. И то, что в деревнях говорят, хазряты, вдоль дороги едешь, и направление дороги для вас кибла, это тоже... Нет, неправильно, нет. Направление киблы это только тогда, когда ты не можешь изменить киблу, как в самолете. Или поезд. Но если ты знаешь, поезд еще что вообще ровно, да, если остановится, ты должен искать киблу, если стоячий поезд. Если корабль, тоже должен найти киблу саму. Почему? Потому что корабль он не так резко меняет траекторию. Да. Да, поезд может там резко меняться или что там еще, моменты могут. Вот тогда по направлению поезда или по направлению самолета, тогда уже по направлению читаем. Но иногда про направление самолета тоже, поэтому же по карте можно посмотреть, как летит, он тоже резко не меняется. Тоже киблу можно прийти. Но там уже возможности нету, что? Если у тебя свой личный самолет, конечно, будешь... Когда у тебя свой личный самолет, тогда будешь киблу искать как надо. А когда уже нет, то читаешь по направлению. Направить самолет на киблу. Да. Там сразу... Если в машине есть пассажир, тоже, в принципе, ты особо... Ну, водителя попросить просто. Да. Еще один... А пост вот 30-й день, если там, полпетого.
последний день перед постом месяца Шабана, И? допустим, человек в пост, что-то в голове крутилось, подходит пример. Нет, здесь не подходит. Да. Или ты с этим хочешь сказать, что если оказался, например, ураза и уже оказывается Рамазан, ну в этом случае в ханафийском мазхабе вообще проблем нет. Человек, главное, с уразой зашел и потом объявляет, что это Рамазан наступил. До обеда он спокойно может поменять ният. Он зашел как нафиль, до обеда он на Рамазан перестраивается, вот и сразу на Рамазан. А я правильно понимаю, что, вот, например, в случае с водой, если все-таки подтверждается информация, что это был наджис, то его намаз не принимается? Да, если уже подтвердится, что это наджис, то что нет. Здесь же ошибка не в плохую сторону, ошибка наоборот в лучшую сторону должна быть. Что он ошибся там, где вообще все нормально. Закят давал тому, кто на самом деле заслуживает. Но он просто сам думал, что этот человек, ну, годится, не годится, может быть. Оказалось, что он на самом деле очень нуждающийся. От этого только радоваться надо. Вот это мнение потом оказывается ошибочной в хорошем смысле. А если выясняется, что он не нуждался и, соответственно, не подходит к... Если, да, то здесь уже все, закята не будет. Здесь закят не будет считаться. Если потом окажется, что он это тот человек, который не заслуживает закят, здесь закята однозначно, конечно, нет. Как деньги делают? Да. Слава Богу. Вопрос лучше с машиной. Вопрос лучше с машиной. Я первый задал вопрос. Допустим, у меня реально был такой случай. Допустим, автобус едем, где там больше 300 человек, мы должны были приехать в Перевал, там горы, поднимешься. А пока там, ты не можешь, ты понимаешь, что никак не можешь повлиять, чтобы машины остановились. Там 30 человек, тебе нигде сидеть и молиться. И потом, пока ты спускаешься в горы, а там уже, вот так же Перевал, там уже послеобеденное время пройдет. В таком случае, вот так. Ну, читаешь по направлению автобуса. Тоже фаттакуллаха мастатат. И седьмое правило аль-худуд таскуту бишубухат. Но это что касается, конечно, юриспруденции, это в нашей жизни. Седьмое, да? Аль-худуд таскуту бишубухат. Так, наказание худуд. Есть в исламе наказания, которые определены Кораном и Сунной, то есть Аллах Субхану ва Тааля, аль-худуд, на отдельном уровне называется хадд, который нету адвокатуры, здесь работы нет адвоката. Если это уже подтверждается, здесь адвокатура не помогает. Все. Это уже установленные, точно установленные наказания. Аль-худуд. Их в исламе только 6. Неоспоримо. Неоспоримо, все, да. Никакой не адвокат, никто. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если даже я узнаю, что моя дочь своровала, то я распоряжусь, да, чтобы наказание было применено. Никто там уже не сможет снизить, сбавить, там, облегчение аль-худуд. Но если есть какие-то сомнения по поводу совершенного этого преступления, есть какие сомнения, то этот хад, он не будет выполняться. А как переводится право? Наказание хад, вот так, наказание хад, наказание. Ну, я же говорю, это как теория, только мы изучаем, в практике у нас нет. Наказание хад не применяется или не... Меняется сомнение. Не применяется, да? Отменяется сомнение. Или отменяется сомнениями, да. Отменяются сомнениями. Любое сомнение или любое сомнительное доказательство, которое
будет указывать на то, что данное преступление было совершено по какой-то ошибке или что-то, оно или по какому-то внешнему фактору, то тогда это наказание не применяется. Или... Получается, места в шариате для адвокатов вообще не существует? Нет, только в этих наказаниях только. А у них? Других есть обязательно. Мы их сейчас перечислим, да? Да, сейчас наверное. Хад, установленный и ограниченный шариатом, наверное, самый такой этот. Хад – это наказание, установленное и ограниченное шариатом. В следующих преступлениях. Первое. Следующее преступление. Сейчас неправильно преступление. Нет, я вот просто хад, чтобы мы поняли с вами, что такое хад. Разбираться как будет, да? Да, вот чуть-чуть, чтобы понять, что не всегда гуся своровал, там хад не применяется. Первое – это зина, прелюбодеяние. Второе – ассарика, воровство. Надо понимать, что в исламе воровство – это не грабеж. Если ты на улице своровал, это уже не воровство. Даже деньги нашел. Ну, например, да, вот человек идет с сумочкой, дамочка бежит, идет сумочка, видишь, что дамочка слабо взял, отобрал, там, это уже будет грабеж, да? Разбой. Но если это не без применения силы, просто взял, убежал, схватил и убежал. Грабеж будет. Разбой – это когда ударил или подставил подножку. Когда не видит, это кража. Нет, вот по российскому, когда не видит. Когда не видит, это кража. В исламском понимании это когда есть хадис. Аль-хадис. Есть границы. Если снутри машины своровал, это будет воровство. Если на машине просто сумочку оставил, это будет грабеж. Да. Или на рынке своровал, это уже будет грабеж. Нет. Рынок – это общедоступное место для людей. Закрыт получается. Если закрыто. Если ты зашел на какие-то внутренние границы дома, машины, банка, Залез, да? нет, сумку нет. Вот. Это будет воровство. То есть ты должен приступить к какие-то закрытые границы. Поэтому если у человека нету забора, и ты зашел на его территорию, и на его открытой территории своровал его там стройматериал, это не будет считаться воровством. Потому что у него нету закрытых границ. И за это тебе как за воровство нет? Нет. В публичном месте, если своровал, например, у кого-то, например, в мечети с куртки своровал, это не будет считаться воровством. Руку тебе не отрубят, то есть. Нет. А если разоружить, то руку. Если уже нарушил границы, которые установлены, Шкафчик залез. да. Поэтому, если на рынке ты своровал днем, это грабеж. Если ночью, это воровство. Если рынок закрывается на ночь, это будет воровство. Поэтому ночью своровал, руку лишился, а днем, если своровал, то тогда уже как адвокат скажет. Это уже адвокатура там работает. Это уже грабеж. Ну, как с работы, сработает адвокат. То есть днем своровал, там уже адвоката можешь, если ночью, то тогда адвокат не поможет. Понятно, да? То есть зина, понятно, зина тоже делится, да, на два вида. Зина – это который был женат или замужем, и зина, который совершает бикр, то есть девственница или девственник. Там уже два разных этих. Шарика третье. Кадф. Аль-кадф. Обвинение в зина. Кадф. Когда человека ты обвиняешь в зина. Неважно какими словами, там, бранными, не бранными. Если ты ему говоришь, что ты такой-то, такой-то, или ты такая-то, такая-то, или ты должен привести 4 свидетеля, что он на самом деле такой. Если свидетелей нету, то тогда тебе 80 ударов палкой. Казафа. Я казифу. Казафа. Да. Казафа. Четвертое.
разбойники, аль-хараба, разбой. Ну, нападали же на караваны в наше время, фуры. А? В наше время это тоже так, разбой. Грабежа чем отличается? Как на Арабском. арабском языке? Аль-хараба. Инна ладина юхарибуна хараба. А слово хар как харб, как война. Хараба. Вне города получается, да? А? Разбой это когда вне города было? Да. Разбой вне города это когда уже скрытые нападения на что-либо с применением силы, чтобы у него отобрать. Что? Угроза жизни. Угроза жизни. Если он убил, то тогда вообще распятие там будет. Потом, пятое, это распивание спиртных напитков. Шурбуль хамр. Шурбуль хамр. И шестое, ар-ридда. Вероотступничество. Нечисто. Женщинам не применяется в ханафитском мазхабе. Женщины освобождены от этого наказания. Потому что у них только половина разума. И вот это правило, что это шубаха называется, это есть сомнение в том, что у них вообще есть разум. Вот оно где было. То есть они на чувствах, они могут где-то и вылететь, где могут и залететь. Могут и залететь, и вылететь. Залететь могут по первой, вылететь могут по седьмой. Как на арабском? Что? Ридда. Вероотступничество. Аридда. Наказание смертной казни. А? Наказание смертной казни. Да. Аль-Катль. 607. Но Аль-Катль. Аль-Кисас, конечно, это идет. Это уже не хад. Есть еще потом Кисас, возьмите убийство за убийство, око за око, зуб за зуб. Да, это уже Аль-Хад, это уже не входит в хад. Это уже отдельно Аль-Кисас будет. Возмездие, да? Поэтому я его не буду как седьмым писать. Вот эти только все. Больше других, так скажем, где адвокатам места нет, больше других, остальные все преступления, все нарушения, там будет ядва, которые, они все остальные называются ат-тазир. 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 Там уже сами люди, сами халифы, сами казы устанавливают меру наказания, там тюрьма или штраф, там, или же отрабатывать должен что-то вот, восполнять, возмещать, денежные там компенсации. Это все уже предоставлено самим людям, самим мусульманам. Они сами же и устанавливают, сами халифы или казы сами же устанавливают и наказание, сами же потом и адвокат могут быть, и там могут быть защитники, можешь шафаат сделать, можешь что-то, кого-то попросить за него ходатайство. Это все как в обычном светском государстве. Только вот не касается вот этих, если с кисасом взять, я вот седьмой напишу, убийство, да? Аль-Катль. Аль-Катль, седьмой все-таки Аль-Катль, когда преднамеренное убийство. Преднамеренное убийство. Вот эти 7 пунктов, это уголовного, так скажем, кодекса, где они установлены шариатом, и там установлены и наказания, там не работает ни ходатайство, ни какая-нибудь защита. Там уже, если человек это все сделал, хоть это в Таврате, хоть и в иудаизме, хоть в исламе, то есть любой небесной религии, они все присутствуют, и никакого там статуса, социального статуса или что-то там, или высокого положения, ничто уже не влияет.
не влияет. Слово Аль-хараба. да? А? Слово хат, что ли, когда Хат это граница. нет ходатайства, оттуда же Ходатайство может быть. Кысас возьмите. А? Кысас возьмите. Да. Кысас. Что я хотел сказать? Но вот эти наказания, если вот здесь, в тазире, если даже есть сомнения, все равно его оштрафуют. Его все равно посадят, если есть какие-то сомнения. Но если здесь есть доля сомнений, то вот это хат уже не применяется, применяется только тазир. Украл в библиотеке. Есть сомнение, то что библиотека что? Общественное место, и все. Ему украл во время голода. Все, сомнение, голод. Защита жизни, все. Хат не применяется. Украл, то есть в том банке, где у него какой-то есть счет. Все, его рука не трогается. То есть любое сомнение, которое приводится к тому, что, например, что еще? Подумал, что это вино, это лекарство, попил, как думал, лекарство, как корвалолом, да? Показывали же этот, за наркоманию чуть ли там лишали прав. В ролике не видели? Оказывается, в корвалоле есть вот это, что 2 дня в составе, да? Ну вот такие типа, но здесь раньше же принимали какие-то лекарства, думал, что это лекарство, оказалось, это забродило или что-то, и он опьянел. Вот такие, то в этом случае наказание не будет применяться. И вероотсутствие тоже здесь, значит, женщин тоже касается, то есть есть сомнение, то что пророк сам сказал, что на кисатель акривиддин, они, у них что? Разум, они являются разум, то есть рассуждение. Это не из-за того, что они там, это рассуждение не на таком высоком уровне, чтобы их наказывать за это. Казов, сарика, раса, зина, аль-хараба. Понятно, да? И последнее сегодня, если мы это закончим. Тазир как в общем слово. Тазир, наказание. Окобату тазир, наказание. Все помимо хата, да? Да, все остальные наказания, ну там гуся своровал, например, там, или какие-то махинации, или то, что принес какую-то поддельную справку, там, подделка документов, или деньги начал печатать у себя во дворе. Ты не можешь сказать, что это уже преступление, да? Или меньше суммы установленной, да, за воровство как там. Да, или там меньше суммы этого. Чтобы сарика было, больше 10 дирхамов должно быть. Если он, например, там украл там одну книжку или что-нибудь там, гуся или петуха там своровал, то тоже не будет руки мелкий, да. Да. Получается, седьмое правило к тазиру не относится. Нет, там кысас. Кысас, когда нет преднамеренного убийства, 7. Так. Седьмое правило. 7 правило, да. То есть, если есть сомнения, тазиру не касается это. Это только худуд. То есть, любое сомнение. И поэтому, если во время своровал, ему все равно и наказание будет. Его могут в тюрьму посадить там или оштрафовать. Любые виды, но только не потери руки. И вот этот. И чуть-чуть уже, если начали, закончим. التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة. Это 8 правило. Да. التحري يقوم مقام الدليل عند انعدام الأدلة. Приложение усилий, да? Приложение усилий является да? Является, да? Или встает на место доказательства? Считается. Или считается больше, да? Как там тахри? Ат-тахарри. Считается доказательством, да? Доказатель.
при отсутствии доказательств. Явных, да. Явных доказательств. А? Рустама, да. Приложение усилий считается доказательством при отсутствии явных доказательств. Еще по-арабски тахриру. التحري Тахри. التحري يقوم مقامه. Встает на место доказательства при отсутствии доказательств, явных доказательств. То же самое с киблой, если приведем пример. У меня доказательств нету, что кибла там. Но я хотя бы прилагаю какое-то усилие, чтобы найти киблу. И вот это то, что я что-то хотя бы сделал, это является причиной, доказательством того, что я хотел найти киблу, но если даже не смог, но все равно хоть у меня какое-то доказательство было, и у меня будет намаз правильный. Да, человек прилагает какое-нибудь усилие, хотя бы максимально до чего-то дойти. С автобусом, например, тоже, да? Автобус идет, но человек хотя бы максимально старается пока. То есть он старается подождать, может еще автобус остановится. Он до последнего что-то хочет дать возможность, что вдруг может это остановится или намаз почитаю стоя. Если уже не получается, то читает намаз уже. Да. Это даже как тебе направление дают. Хотя Да. неверные могут дать, думают, что верные. Да. но считают. Например, Коран читаете, как позавчера? Я молчу. Молчание – знак согласия. Даже если непривычно. Нет. Мое явное молчание на что указывает? На правильное состояние. Или слишком плохо. Да. Надо было, когда мы Коран сдавали, Устаз принимал в 3 утра, надо было не ошибиться в первых 12 страницах. И через 12 страниц он засыпал. И потом уже читаешь, как тебе удобно. Это расслабленное. Но надо было потерпеть, не ошибиться хотя бы один раз в первых 12 страниц. И если первые 12 страниц ты нормально читаешь, он засыпал, и остальные уже там 20-23 страницы уже спокойно ты читал ему, и валлаху алям там уже как бы. Да, по теореме доказано, да. Но если ты ошибешься в первых 12 страницах, до конца он уже все, до конца он тебя слушал, да, все. Молчание учителя является что? Показателем или доказательством, хотя он ничего не говорит, ничего не доказывает, он не ругает, не бьет, камешками не кидается, но его спокойное состояние является доказательством того, что ты правильно читаешь Коран. Да? Может быть и другое. Да. Но другой, если был бы другой, если бы ты ошибался, то тогда бы он уже другое доказательство привел бы, что ты уже ошибаешься. Ну, может, там просто заснул, да? А просто не заснул, он обычно не засыпает. Поэтому в исламе есть такое у нас понятие, это харри. Мы должны прилагать усилия, и это будет являться для нас уважительной причиной или доказательством того, чтобы у нас принялся или намаз, или, ну, например, с киблой, или с таяммумом. Просто так вот, например, нет воды. Ладно, нет, так, значит, берем таяммум и читаем намаз. Нет, неправильно. Это уже бездоказательное действие, которое не дает повод нам брать таяммум. Прежде чем взять таяммум, я должен пойти, открыть, посмотреть на кухне, в ванной,
Если я у себя во дворе должен посмотреть, нету ли там в ведре или не осталось, хотя бы какой-то у соседа попросить, или хотя бы сходить в Магнит или Пятерочку, посмотреть, нет ли там воды в ближайшем расстоянии. Вот только после этого я могу что? Когда нету воды, вот это я прилагаю усилия на то, чтобы себе доказать, что на самом деле воды нет. Хотя вода может где-то на первом этаже, где-то есть, но хотя бы я приложил какое-то усилие для того, чтобы доказать, что воды нет, и тогда уже таяммум беру и читаю намаз. Просто так, ура, там на кухне нету воды, брать сразу таяммум мы не имеем права. Волга рядом, А? Волга рядом. Вот у тебя, да, вот Волга рядом. Тебе вообще таяммум уже... Часов нет. Особенно на зимней рыбалке на льду. Да, нет, зимой-то вообще проблем нет. Зимой, кстати, вот с таджиками тоже один вопрос. Они говорят, что мне делать, говорят, гусли, без гусли. Я, говорю, каждый день без гусли читаю утренний намаз. Я говорю, почему? Зимой. А на улице холодно, потому что, говорит, я говорю, ты же знаешь, какие у тебя планы на вечер. Занеси снег, растопи, у тебя есть котел. У тебя есть возможность подготовить воду для гусли и этого. Или То есть, да? Или меняй планы, То есть вот это понятие тахарри нету. Барамы бараты, Ульсян, да, ид была, ватылса, утен была. Вся. То есть вот мы, мусульмане, не должны так жить, а должны тахарри. Ситуация, где вот с водой, опять же, там, сомнительной, как правильно будет? Взять все-таки этой водой сомнительной, или же взять таяммум? Или же взять и водой, и таяммум? Да? Нет, смотря на какая сомнительная. Если просто сомнительная, есть две понятия сомнительные. Сомнительные, просто сомнительные, ты не знаешь, что случилось. Берешь тахарат, таяммум не надо. А есть сомнительные, когда, ну опять-таки нас не касается, где осел или мул попил. Собака. Нет, собака наджис. Собаку давайте не трогать. Собака наджис. Оно уже нельзя. Сразу таяммум. Если больше, помимо этой воды нету, только как после собаки, однозначно этой водой нельзя, только однозначно таяммум. А что касается сомнительной после осла, то тогда уже берешь и такой водой, и берешь и таяммум. А если помимо ослов-то все равно у нас нету, давайте мы из реалий выходить, да? Да. И если у нас там просто сомнительная вода, я не знаю, что там было, да? Опять-таки, я не знаю, что-то там было на уровне вахма, а вдруг там ночью, наверное, мышка пробежала, да? Это вахм. То это вообще, ля ибрата, лиль вахм. Нет в исламе места для вахма. Это вообще нет. А другой момент, там может быть или там по цвету, или что-то, если там кровь может упала, или что-то сомнительное. Вот тогда уже, если человек сомневается, то тогда надо оставить сомнение, берешь тахарат, что в основе вода чистая. Если, да? Ворона, если пила любая птица, она считается от нее чистой или макрух. Чистой макрух. В ханафийском мазхабе это будет чистой. Кроме, если только в клюве там не было наджиса, то есть какой-то дохлой мышки, которая она там была, у нее упала, и только наджис. Вот она мышку идет. А так нет. Но сейчас у нас эти проблемы уже вообще нет. У нас уже краники везде эти уже. А вот сейчас... часов нету, оказался в лесу, часов нету. И по солнцу сориентировался, что время вошло, вот сюда это входит, нет, тоже ничего. Да, да, вот тахари, это будет тахари. Вот во время. Доказательств нет, но уже старание найти Ну истину. а потом узнал, если что, допустим, что оказывается, не совсем по солнцу. Если ты узнал потом, что тебе говорят, что ты пораньше времени читал, то надо заново перечитать. Даже если время вышло. Если даже время вышло, то уже все равно надо перечитать. Я ошибался, А? допустим, там в этом, по солнцу, к примеру. Если время вышло, то каза будет. То есть он не вовремя намаз почитал. Условий нет. Под другое правило. Да, да. А? Если, допустим, в лифте вот есть, что соседи с собакой спускаются, да? Но она просто что-то вот так потерлась, ты, это что, сомнение? Если смотришь, если влаги нет, ничего нет, все нормально. Ну а если одежда такая, на которой непонятно, есть влага или нет, или там после дождя?
Пальцем смотришь. Пальцем смотришь. Соседей приучить уже надо. Да. Пешком Пешком ходить. У нас если тоже держит собаку, я говорю. Да, да. Нет. Ну просто пальцем смотришь, если нет, так нет. Если просто шкуры она заденет. Нет, шкуры абсолютно нет. Если не мокрая только. Если после дождя это, то тогда да. А если После дождя, если мокрая, то надо уже стирать. Да, слюна или пот. Потому что пот собаки тоже надежь. И после дождя, скорее всего, оно уже передается. И там явно уже, да? Да. Больше уже. После дождя. Все, мы с вами вот этот раздел Аль-Ахзу биль-Якин ва Тархушак, основу этого убеждения и оставления сомнений разобрали, альхамдулилля. Но эта тема, она в принципе редкая. Это не как с ниятом, которым мы каждый день сталкиваемся, который разбирали 3 дня. Здесь основные, надо понимать все уровни, сомнений и использовать, где оставь, что дама ярибука или ма ла ярибука. Оставь то, что сомневаешься, на то, что в чем не сомневаешься. Все. Там инкодер надо, да? А? Инкодер. Ин'идами. Отсутствие. Ин'идам. Яры, саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Против акции никто не